Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойрбира. Благодаря государственной независимости таджикская нация под мудрым руководством лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, за 33 года добилась значительных успехов, которые не имеют своего аналога в истории нашего народа. По международным оценкам, за последние более 10 лет Таджикистан 4 раза был включен в десятку передовых реформирующихся стран мира в направлении развития предпринимательства и инвестирования. Эти показатели также являются плодами независимости. По словам специалистов, самыми популярными направлениями у отечественных предпринимателей считается легкая пищевая перерабатывающая промышленность. Также развивается горно-рудная промышленность и машиностроение. В стране создан благоприятный предпринимательский и инвестиционный климат, предоставлены налоговые и таможенные льготы и преференции. Обеспечение продовольственной безопасности – это одна из стратегических целей правительства Республики Таджикистан. Благодаря реализации отраслевых программ за годы государственной независимости страны производство картофеля в Таджикистане выросло более чем в 10 раз. Теперь в условиях изменения климата и важности адаптации к нему ученые считают необходимым приумножать достижения в этой отрасли в направлении расширения производства высокоурожайных и качественных семян картофеля с использованием высокогорных земель. В 1991 году в Таджикистане было произведено 105 983 тонны картофеля. Этот показатель увеличился до 760 139 тонн в 2010 году. В 2015 году этот показатель составил 887 418 тонн, а в 2023 году производство картофеля составило 1 144 882 тонны. По словам специалистов, за 6 месяцев текущего года в стране уже произведено 267 111 тонн картофеля. До периода государственной независимости Республики Таджикистан в стране производилось 100-110 тысяч тонн картофеля. По статистическим данным, в настоящее время производство картофеля возросло не менее чем в 10 раз. Потребность одного человека в картофеле составляет 90 килограммов в год. Мы должны достичь этой цели. Мы должны уделять особое внимание расширению пассивных площадей и повышению урожайности картофеля. Увеличение производства картофеля позволило удовлетворить потребности внутреннего рынка в этом виде продукта питания, преимущественно за счет собственного производства. И это несмотря на то, что с ростом населения постепенно увеличивается спрос на картофель. Увеличение производственных показателей в этот период было обеспечено в основном за счет освоения высокогорных земель, расширения посевных площадей, повышения урожайности, внедрения в производство современных практических методов посадки и выращивания этого вида сельскохозяйственной культуры. В 2024 году, по данным Министерства сельского хозяйства, в дихганских и общественных хозяйствах Республики Таджикистан осуществлена посадка клубней картофеля на площади 37 613 гектаров. До сегодняшнего дня произведен сбор картофеля на площади 14 177 гектаров. Учитывая благоприятные природные возможности и минимальное воздействие болезней и вредителей, ученые и специалисты считают необходимым увеличить производство, в том числе семян картофеля, за счет земель высокогорья. Специалисты и земледельцы на основе опыта прогнозируют увеличение производства этого вида продукта питания первой необходимости в 2024 году по сравнению с предыдущими годами с учетом интенсивного роста картофеля. В целом, цель правительства продуктов питания повысить плодородие земли, обеспечить насыщение и изобилие на рынке и рост благосостояния народа. По рекомендации врачей, характерной чертой картофеля является то, что он содержит большое количество витамина В6, микроэлементов, таких как калий, медь, фосфор и никотиновая кислота. Он также является антиоксидантом для организма. Белки, содержащиеся в картофеле, способствуют выведению свободных радикалов и влияют на красоту и эластичность кожи, предотвращает преждевременное старение. Карим Хайдар, Наврушохи Азизуло, Бахадури Истам, Далер Содик. Новости.
Третий тур республиканского конкурса «Мудрости за россияне. Книга» продолжается в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области в городе Харок. В третьем туре свои знания демонстрируют 373 участника. Отметим, что данный конкурс шестой год проводится под эгидой лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Конкурс проводится согласно распоряжению президента Республики Таджикистан с целью повышения любви к чтению книг, укрепления интеллектуального потенциала, нахождения новых лиц, обладающих ораторским талантом и даром красноречия, почитания национальных и культурных ценностей, развития творческих способностей, укрепления чувства самосознания и самопознания, обогащения словарного запаса и способствованию развитию духовного мира всех жителей республики. Отметим, что третий тур республиканского конкурса «Мудрости за россияне. Книга» продолжится до 27 августа. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!